Честно сказать, изрядно надоели все эти беспредметные отрицания чечено-ингушского этнического единства в историческом прошлом, в том числе и недавнем. Всем этим отрицаниям очень далеко до стандартов научной критики, если не считать таковой обычную ругань и площадную брань. В опубликованной ниже статье я привел данные, дал ссылки, в том числе и на ингушских ученых-языковедов. Каждое свое утверждение я обосновал научными фактами. Мои оппоненты по законам научной дискуссии должны не обзывать меня ингушофобом, неучем и так далее. Я и сам знаю, какой я плохой человек и неуч, а опровергнуть эти научные данные и привести другие с иным содержанием. Всем своим оппонентам по этому вопросу я предлагаю самый простой и сокрушительный способ опровергнуть меня. Приведите хотя бы одну научную статью, газетный очерк, сказку, легенду, миф, эпическое сказание или беллетристику до 1927-1930 годов, то есть до инноваций Мальсагова-Яковлева, в которых упоминались бы этнонимы Вайнахи и Ноахи. Напомню, что весь XIX век и первую треть XX века чеченцев и ингушей и их субэтнические подразделения описывали не только сонмы российских и европейских ученых и военных историков, но и сами чеченцы и ингуши, Кеди Досов, Умалат Лаудаев, Чах Ахриев, Тоштимир Эльдарханов, Ибрагим Бек Саракаев, братья Шариповы и так далее. И даже если допустить, что функционирование в чечено-ингушской среде этнонимов Вайнахи и Нахи в тот период осталось для русских и европейских кавказоведов нераскрытой тайной, то ведь чеченцы и ингуши в своих публикациях должны были их упомянуть. Но нет, мы не обнаруживаем ни единого упоминания этнических названий Вайнахи и Нахи, вообще нигде, ни в одной публикации, хотя в тот период издано огромное количество статей о чеченцах и ингушах, описаны их быт, этнографические сведения, язык, опубликованные их сказки, легенды, мифы, эпические поэмы и этногенетические предания, тептары. Но нигде, ни в одном источнике не обнаруживается этноним Вайнахи, равно как и Нахи. Поэтому я не очень-то опасаюсь, что появится научное опровержение того факта, что вплоть до инноваций Заурбека Мальсагова и профессора Яковлева, произведенных около 1930 года, обобщающим инклюзивным этнонимом для чеченцев и ингушей являлось название Нахче, Нохчий, а не выдуманные этнические имена Вайнахи и Нахи.